Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня у нас такая очень интересная тема для расклада. 3 главные события июня. То есть мы уже с вами, конечно же, активно начинаем гадать на июнь, потому что уже июнь просто на пороге, да, и нужно срочно узнать, а что же вас ждет в июне. Но мы сейчас посмотрим именно 3 главные события июня на гигантской колоде Таро Райдера Уэйта Смит. Очень классная колода. У нас будет с вами 3 позиции. Видео всегда актуально момент, когда вы его открыли. Можете на любой месяц 3 главные события гадать, да, смотреть, какие, да, у вас тут будут. Вот. Но мы с вами смотрим, конечно, сейчас согласно той ситуации, которая в нашей жизни имеется. Это у нас июнь. Хорошо. Итак, давайте перемешаем наши карты. И первая карта покажет вы сейчас, да, в момент, когда вы открыли и смотрите это видео. 3 главных события июня. Карты огромные, 17,5 сантиметров в длину. Это очень круто. По-моему, 10,5 у них ширина. Итак, 3 карты, 3 позиции. Выкладываем с вами 3 главных события июня. И камушки какие сегодня у нас с вами, да? Это у нас оранжевый кальцит, медовый кальцит, да? Такой интересный. Дальше у нас с вами розовый кварц и содолит. Вот. 3 карты, 3 позиции. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. Извиняюсь за скрип лавочки, что-то она раскрепилась. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, 3 главных события июня для вас. Так, ну так скрипеть нельзя, товарищи мои дорогие. Вов, ты немножко передвинься. Очень скрипит. Итак, нет, это не... Итак, значит, вот наш первый камень, это у нас такой медовый кальцит, да, оранжевый кальцит или медовый кальцит. Сейчас, минутку, я попробую пересесть. И первая карта у нас с вами, это вы сегодня, в момент просмотра, вы у нас 7 пентаклей. Карта показывает некоторую усталость. Вот знаете, когда человек перерабатывает, вот слишком занят рутиной, вот как-то ему, он все время как-то вот нагружен, у него все время уходит куда-то энергия. Вот буквально вы чего-то очень долго ждали и устали ждать. Вот понимаете, вот прям устали ждать этого. И в итоге вы начали, может быть, разочаровываться, но вы не знаете о том, что вы скоро этого дождетесь, и скоро все будет хорошо и все решится. Вы вкладывали силы, вкладывали энергию, все равно это вырастет, все равно все будет хорошо. Просто вы, да, действительно, вот как будто немножко начали подуставать от своих вот этих лишних жизненных ожиданий. Да? Хорошо, давайте посмотрим 3 главные события июня для вас. Итак, событие номер 1 у нас с вами это 9 мечей. Да, действительно, у вас очень много негативных эмоций, и пора от них просто таки освобождаться. Как обычно освобождаются от негативных эмоций по 9 мечей? Первое, в этой карте есть много положительного, да, это увлечение астрологией, нумерологией, хиромантией или вот какой-то такой наукой, или, может, эзотерикой, да, когда человек вот этим увлекается, и ему становится на душе легче. Дальше вам может присниться вещи, буквально ясновидческий сон, о том положительном, что будет в жизни. Вот поэтому давайте немножко уточнять, да. И вы буквально вот из этого пророчества поймете, что все нормально, да, что все хорошо, и у вас пройдет вот эта вот какая-то меланхолия. Видите, 7 мечей. Сон будет о том, что в скором времени появится какой-то хитрый способ для решения ваших проблем, или даже, может быть, хитрый человек. Уточняем еще, это шут. Шут – это новая жизнь и новый человек в вашей жизни. То есть тот хитрый человек, который появится и как-то решит ваши проблемы, подскажет хитрый способ для решения проблем, это новый человек. А может быть, человек младше вас, вот, и поэтому у него более креативное мышление, и, соответственно, этот человек больше может предложить этому, ну, вам, как вам, так и этому миру, да, интересного. Все потому, что у него есть это мышление креативное, а у вас как будто бы мышление немножко такое уставшее, застарелое. Да? Соответственно, когда этот новый человек появляется, предлагает что-то вот как хитрое решение, вы говорите, ну как же это было просто на самом деле, я этого даже не думал, да, или не думала.
Хорошо, второе событие июня для вас – это императрица. Императрица – карта, во-первых, хорошей женщины, которая может действительно в чем-то помочь. Женщина, которая вас спасает, оберегает, или даже какая-то близкая для вас женщина, но это может быть для женщины родственница или подруга, или начальница для мужчины, это может быть как такая же женщина, так и любимая женщина, но в любом случае играет очень положительную роль. Императрица, какое событие может быть? Плодородие, да? Даже зачатие, даже рождение ребенка или новой идеи какой-то, и зачатие новой идеи, да, и развитие ее. Рождение этой новой идеи, и в итоге как раскрутка, да? В итоге растет благосостояние, она во всем плодородная, она во всем хорошая, она добавляет вам денег, поэтому чаще всего императрица решает семейные вопросы, денежные вопросы, вопросы с имуществом и с браком, да, то есть для многих это может быть даже вплоть до заключения брака. Третье событие июня для вас это 13-й, все уже, 20-й аркан суд. Суд, конечно же, показывает, что идет возрождение в какой-то сфере вашей жизни, в каком-то смысле, но также может вернуться ваша энергия, которую вы утратили, во-первых. Во-вторых, возвращается ваше здоровье, вы исцеляетесь, то есть буквально карта исцеления как душевного здоровья, так и физического. Еще эта карта возрождения, в чем бы то ни было. Вот давайте посмотрим, в чем вы хотите возродиться и в чем вы возродитесь. Да? Десятка жезлов. Вы хотите сбросить с себя эту усталость, эту нагруженность вечную в жизни, вот эту переработку. Да? Вы хотите вернуть свой энергопотенциал и исполнить по девятке кубков свои желания. Поэтому да, могут исполняться ваши даже заветные желания, но самое главное, растет благосостояние, вы улучшаете свою жизнь, вы устаканиваете все свои вопросы, да, вы исцеляетесь, вы в итоге много решите семейных вопросов с имуществом, с деньгами, да, найдете хитрые решения своих проблем и даже избавитесь от своего стресса. Ну, то есть очень хорошие карты. Обращайте внимание на женщин, кем бы вы ни были по своему полу, на женщин. Женщины в июне могут действительно вам помогать в чем-то. Ну, вот такая вот у нас самая первая получилась позиция. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. 3 главных события июня для вас. И, значит, первая карта у нас с вами показывает, вот у нас розовый кварц, значит, да, и первая карта это вы в момент, когда открыли это видео, да, вы у нас туз пентаклей. Это очень счастливая карта. Вам может вот прямо сейчас уже крупно вести в жизни. Удача на вашей стороне. Вы позитивный человек, добрый, открытый. Вы на самом деле ради людей много чего делаете. Можете с себя, не знаю, последнюю рубашку снять и сделать что-то для людей, да? Помочь кому-то, пожертвовать собой. Но с другой стороны, карта показывает невероятный денежный и энергопотенциал. То есть когда к вам реально вот тянутся деньги, тянутся хорошие возможности в жизни, да, и туз пентаклей – это счастливая карта, вы сейчас прям в счастливом случае находитесь, то есть жизнь может предоставить вам некий очень счастливый случай в скором времени, поэтому цепляйтесь за эту карту, носите ее с собой, распечатайте изображение на принтере, пусть она вас сопровождает, это ваша карта талисман настоящая, да. Вы скоро получаете поблажку от Бога, так скажем, благословение высших сил. Или уже получили. Так, первое событие июня. Какое главное, да? Жрица. Жрица, это, во-первых, может быть встреча с необычным человеком. Чаще всего это женщина. Это экстрасенс или человек со способностями, целитель, гадалка, прорицатель, кто угодно. Или просто очень умный, интересный человек, кто может вас буквально поразить очень сильно и дать вам свое либо наставление, либо предсказание. Для вас это будет ого-го. Вы будете чувствовать после этого себя очень классно. Это будет положительное предсказание. Эта женщина действительно для вас вот какая-то мистическая провидица, да. И туз мечей показывает, она скажет очень важную информацию, очень интересные новости, важные о вашей жизни, о вашем потенциале в жизни. И, конечно, это прорыв идет, да, вы после этого примете ряд важных решений. Второе событие, значит, опять же, королева пентаклей. Во-первых, это рост благосостояния. Это улучшение семейного финансового положения в жизни. Вот это сразу же, да. Но также какую-то положительную роль в вашей жизни может сыграть женщина. Может быть, даже знака Земли или просто денежная женщина, плодородная женщина. Женщина, у которой семья есть, да, замужняя женщина.
Вот королева Пентаклей, это может быть и вы, да, если вы особенно женщина, но вы привлекаете к себе деньги, 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 поэтому решаются денежные вопросы. Решаются вопросы с работой, может быть, у вас или у близкого человека. Но также королева Пентаклей это, в принципе, богатство, да, вот как будто бы просто приходит там, допустим, хорошая сумма, да, или как-то вы начинаете больше зарабатывать. Иногда королева Пентаклей показывает решение вопросов с детьми, с деторождением и со здоровьем по-женски. А еще она привлекает стабильные отношения. Поэтому знайте, что вы в июне можете быть в очень стабильных отношениях. Третье событие, шестерка жезлов, победа. Вот вас ждет реальная победа какая-то. Очень классная карта. Она говорит о прорыве в жизни и о том, что вы можете для многих стать авторитетом настоящим. Туз жезлов даже вот на пояснение показывает, насколько это крутое событие, что дается в жизни, прорыв, шанс. Вы чувствуете себя на коне, вы чувствуете себя очень хорошо, даже по здоровью. Может прибавляться очень много жизненной энергии, сил для свершений. И вы действительно будете делать, вот прям много делать. Прорыв, да, идет вот в плане деятельности. Вы можете куда-то съездить, но это вот действительно, опять же, дает вам силы что-то делать. И люди, они будут это видеть, они будут идти за вами, они будут говорить, ну какой классный человек, вот мы за ним пойдем, потому что этот человек для нас настоящий пример. Поэтому я здесь вижу поле для возможностей в июне для вас, вот действительно очень много всего хорошего. И карты говорят, опять же, нужно ориентироваться на женщин, на женскую энергию. И какие-то женщины действительно могут вам помогать в июне, не забывайте об этом, да. Хорошо, причем неважно, мужчина вы или женщина, женщины могут вам помогать. Но вот туз пентаклей прям носите с собой, это очень важно. Это ваш талисман. Так, хорошо, третья позиция. 3 главных события июня, да. Тут у нас камень Содолит. И первая карта – это вы в момент просмотра. Вы у нас прям-таки король мечей, строгий человек, да. Но человек, умеющий командовать, лидерские качества. Честный человек, справедливый. Вы за справедливость. Вы хотите, чтобы везде в жизни была только правда. Даже если она нелицеприятная, вы будете защищать правду. Еще эта карта показывает, особенно для женщины, роль какого-то мужчины в ее жизни. Может быть, он либо знака воздуха, либо у него строгая профессия, но это вот такой человек, который всегда за справедливость, да, вот всегда старается, чтобы все были только честные перед ним. Кого видит нечестного, начинает сразу рубить, да, начинает сразу ругать этого человека и даже мстить ему. Вообще такой король мечей может даже быть жестоким, может какой-то мужчина, вот, но слишком жесткий, какой-то жестокий, да, в вашей жизни. Хорошо, давайте посмотрим для вас 3 главных события в июне. Итак, событие номер 1, да, это туз кубков. Туз кубков очень хорошая карта, исполняющая многие желания. Это поток изобилия, это большие светлые шансы на будущее. Но также, конечно, это может быть яркое, невероятное событие в любви. Например, это может быть признание в любви. Или знакомство для отношений. Ну, каких? Романтических, да, романтика во всем. Вам понравится, у вас вызовет кучу положительных эмоций. Это признание или это информация от какого-то человека, да, близкого вам, может быть, или нового знакомого. Но в любом случае решает именно любовные вопросы в положительную сторону. И может наступить период прекрасной любви, когда вы любимы, когда вас любят. И вы видите эту заботу, вы видите к себе трепет, вы видите нежность, вы отвечаете. Вообще туз кубков классная карта для денег, особенно тоже, да. Она показывает, что могут приходить большие суммы денег, просто повезло вот так прям. Хорошо, второе событие для вас, карта Мир. Мир – это очень тоже хорошая карта, она показывает поездки. То есть в июне у вас могут быть благоприятные поездки какие-то, а может даже состоится уже переезд. Карта Мага при этом показывает, что действительно исполняются ваши мечты, желания с картой «Это мир». И, конечно, Маг говорит, рядом может быть активный человек, который во всем помогает, которого вы цените, который сам умеет исполнять свои жизненные желания, исполняет ваши, да. Мир с Магом очень часто показывает о продуктивных путешествиях. Даже если вы отправляетесь в отпуск, это продуктивно, это действительно приносит еще больше энергии, еще больше ресурсов.
Но также это может быть переезд в связи с работой, переезд просто, и там находите, да, вот какую-то работу хорошую. Поэтому если у вас переезд, это очень благоприятно, очень. Так, третье событие. Ну, прям-таки солнце. Солнце — прекрасная карта, показывающая в июне удача на вашей стороне. Может произойти что-то очень светлое, хорошее и замечательное. Карта показывает, что энергия изобилия на вашей стороне, но также, извиняюсь за скрип, вообще вот постоянно скрипит, я очень извиняюсь, вот, можете стать популярным человеком, можете очень сильно продвинуться в творчестве. Также Солнце показывает решение вопросов с детьми, очень в положительную сторону. Решение вопросов по здоровью тоже очень в положительную сторону. То есть, ну, вообще, чтобы у вас не стояло на повестке дня, все решается очень положительно. Шестерка мечей показывает, что вы выходите буквально из трудностей, да, каких-то, из проблем. Могут, опять же, быть какие-то путешествия, но именно в солнечные страны, в тепло, да, вот в благосостояние, где прям очень хорошо и здорово. Также Солнце, шестерка мечей, показывает избавление от каких-то колоссальных трудностей, которые буквально до этого вас преследовали, да. И, соответственно, вы становитесь более счастливым человеком. Вы же знаете, что шестерка мечей показывает, что человек из горящего города переезжает куда-то в хорошее место, где все мир, спокойствие, хорошо все, да. И, соответственно, вы можете обрести безопасность, что очень-очень важно сейчас для многих людей. Поэтому третье событие, да, обретение безопасности, но где-то. Или нахождение более хорошей работы, более хороших отношений. Ну, вот такой вот у нас ответ по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если понравилось видео, ставьте лайк и до новых встреч!